Да, соответственно. Ну, хорошо, мы тогда, наверное, начнем, да, сейчас? Или, еще время есть, да, у нас немножко? Или, уже можем начать? Уже 6 минут. Да, мы уже начинаем тогда, да? Опять, значит, хочу представиться. Меня зовут Павел Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Наша организация работает больше 20 лет, она была создана в 1999 году первым президентом Республики Саха-Якутия. И сейчас наша организация является также региональным центром по работе с одаренными детьми, по выявлению и поддержке одаренных детей Республики Саха-Якутия. Ну и, в общем-то, мы работаем со всеми регионами Дальнего Востока, России, и мы являемся частью большой экосистемы, которая создана образовательным центром «Сириус», образовательного фонда «Таланты и успех». Ну и благодаря вот этой нашей связи у нас мы проводим вебинары, которые мы проводим раз в месяц. И сегодня наш вебинар будет посвящен генетике и качеству жизни. Ну, как вы знаете, генетика сейчас переживает бурный период развития. Когда я был студентом, начал там, значит, свою студенческую жизнь, совсем недавно были такие отблески так называемой лысенковщины, да, так сказать. И я помню, как у нас, значит, в Московском государственном университете, в биологическом факультете еще висел портрет товарища Лысенко, который утверждал, что вообще генов нету, да, так сказать, как таковое, да, так сказать. У него было представление очень свое ламарковское, да, так сказать, что можно изменением каких-то, собственно говоря, условий менять полностью, значит, содержание, форму всего, да, так сказать. Поэтому мы с тех пор сделали огромный шаг, наша страна, и как раз те вот события, которые после этого произошли, они имеют абсолютно фундаментальное значение, смогли начать с очень маленького, и сейчас буквально люди могут проводить абсолютно феноменальные исследования и за очень небольшую сумму, да, кстати, получается. Сейчас можно полностью прочитать геном человека. Да, это сейчас возможно. Существуют гигантские просто организации, гигантские заводы, в которых все это производится. Фактически это небольшие города, да, с населением там 100 тысяч человек и прочее, которые там, допустим, в Китае, да, так сказать, довольно много таких, в Соединенных Штатах Америки, в Южной Корее несколько таких компаний, которые проводят такое большое масштабное автоматическое секвенирование. Ну и я вот хочу сказать, какие там немножко изменения произошли о том, что все это стало сейчас взаимосвязано с огромным количеством изменений, которые произошли. Во-первых, у нас сейчас идет рассвет искусственного интеллекта, использование больших данных. Это все тоже стало частью прорыва в этой биотехнологической области. И наша страна сейчас движется в этом направлении тоже очень такой большой скоростью. И сейчас появились большие сообщества. И как раз в нашей республике, в республике Саха-Якутия, в Якутске существует очень хорошая такая, значит, уже сообщество, которое активно занимается исследованием в области молекулярной генетики, медицины, связанной с ней, да, кстати, и также способствует большому развитию данного направления на Дальнем Востоке нашей страны. И вот я хочу сегодня представить наших, значит, гостей, которые будут сегодня, значит, рассказывать о тех работах, которые ведутся в этом направлении. Хочу представить вам Миру Тайржановну Савину, которая у нас. Мира, приветствую вас. Здравствуйте, приветствую всех. Мира научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетика человека. Это, значит, лаборатория находится при медицинском институте Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Также хочу вам представить Аяна Вадимовича Иванова, который является сотрудником научно-исследовательской также лаборатории молекулярной медицины и генетики человека, также вот при та же самая лаборатория при медицинском институте. И, соответственно, приветствую
Анастасию Анатольевну Максимову, которая тоже сегодня выступит, значит, с очень интересными, значит, разработками, которые мы проводим, да, работы по секвенированию. Ну и у нас вот гость, который Владислав Амирович Алексеев, который прямо сейчас сидит в лаборатории и работает своими молекулярными, имеется в виду клеточными технологиями, тоже та часть сферы, которая близка очень всему биотехнологическому направлению. Ну, как вы знаете, вы, наверное, слышали, что у нас открывается учебный корпус Малой академии наук. Это большое здание, которое потрачено больше миллиарда рублей, и также, значит, накоплено оборудование на больше, чем 200 миллионов рублей. И данное оборудование как раз, да, часть его как раз относится к такому кластеру лабораторий, связанных с молекулярной генетикой, клеточными технологиями. И там как раз мы хотим, чтобы наши юные исследователи получили азы работы в этих направлениях биотехнологических. И мы очень надеемся с помощью наших индустриальных партнеров развивать это данное направление. Ну и очень надеемся, что исследователи, как вы, помогут в этом деле с развитием данного направления, как раз работы с юными исследователями, которые в дальнейшем могут пополнить ваши ряды и помочь созданию, расширению сообщества. Ну и сейчас я хочу предоставить слово презентации, рассказ о том, чем, значит, важны и о чем говорят наши гены, Мире Тайджановне Савиной. Да, у нее есть презентация. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие участники вебинара. Разрешите представить лекцию на тему «О чем говорят наши гены». И я хочу начать с самого простого, с базовых знаний. И давайте вспомним, из чего состоит наш организм. Вот. Наш организм состоит из различных органов. Органы сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, половых органов и других органов. Да? И вот каждый орган состоит из тканей. Ткани, в свою очередь, состоят из множества клеток. Вот, и наше тело состоит из 50 триллионов клеток, и все они имеют разную форму и выполняют различные функции. Но внутри каждой клетки расположено ядро, содержащее 99,9% ваших генов. И остальные гены находятся еще в другой органелле, которая называется митохондрия. Вот, и от слаженной работы генов зависит функционирование всех клеток и вследствие всего организма в целом. Вот. И что же такое ДНК? ДНК представляет собой двухцепочную макромолекулу, которая состоит из сахара, фосфата и 4 азотистых оснований нуклеотидов: аденина, тимина, цитозина и гуанина. И чтобы понять, что такое ДНК, давайте его не представлять как химическое соединение, а давайте его представим как программный код, в языке которого всего 4 буквы. Это А, аденин, Т, тимин, Г, гуанин, С, цитозин. И вот в этом коде записано, вот когда, сколько и каких белков будет произведено в нашем теле. Вот начиная от формирования эмбриона до самой смерти человека. Вот и они составляют генетический код. И число и порядок нуклеотидов определяют, быть ли существу обезьяной, например, коровой, бананом или человеком. Вот. И ДНК несет наследственную информацию, которая передается от родителей к детям, предоставляя инструкции о том, как и когда производить различные белки, необходимые для построения и поддержания функционирования клеток, тканей и организма в целом. Вот. Если растянуть ДНК, содержащиеся гены, ее длина составит 2 метра. Это примерно как среднестатистический, например, игрок НБА, например, да? Она упакована так плотно, что умещается в ядре одной маленькой клетки. И большая молекула ДНК, содержащая гены, разбита на части и распределена и запакована в хромосомы. Вот. И все гены представляют собой участки молекулы ДНК. Большинство генов, проще говоря, это рецепты по изготовлению белков. И эти рецепты передаются от родителей к детям из поколения в поколение. Если вам говорят, например, что у вас волосы как у мамы,
Это значит, что вы унаследовали от мамы гены, кодирующие белки, и которые приказывают клеткам волосяных фолликулов растить волосы светлые и кудрявые, как у мамы, например, да? И также гены управляют работой клеток и задают признаки. Вот. Гены могут выключить и включать другие гены для управления функциями разных клеток. И число хромосом у разных видов различно. У здорового человека 46 хромосом, по 23 пары от каждого родителя. Вот. Сколько же процентов ДНК совпадает, ДНК человека совпадает с ДНК других видов? Вот, например, ДНК макаки резус, совпадение с ДНК человека 93%. Шимпанзе у нас 98,5% схожести. А вот схожесть между людьми составляет 99,5%. И тут вопрос возникает, что же отличает нас друг от друга? И ответ лежит в аднонуклеотидных полиморфизмах. Вот об этом чуточку позже я вам очень подробно расскажу. А сейчас давайте перейдем поговорим о том, как же эта генетическая информация передается и отражается на функционирование белков и вследствие на функционирование всего организма. При делении клеток новая клетка должна принять всю генетическую информацию у первой, чтобы стать его абсолютной копией с такой же функцией. И вот этот процесс называется центральной догмой молекулярной биологии и состоит из 3 основных, так скажем, этапов, целью которого является синтез белков. Туда этапы — это репликация, транскрипция, трансляция. Мы, наверное, все об этом очень хорошо знаем. И вот сперва происходит репликация молекул ДНК, при котором двойная спираль, она раскручивается, и 2 цепочки отсоединяются друг от друга. И каждая цепочка вследствие становится матрицей для 2 новых. Вот далее происходит процесс, с помощью которого имеющаяся в ДНК генетическая информация переписывается в молекулу РНК. Она образуется на участке одной цепи ДНК по принципу комплементарности. Извини, да. А ты слайды переключаешься или ты специально держишь первый слайд? А я переключаю. Не видно, да? Что я Нет, переключаю? демонстрации слайды не двигаются. Ой, почему? А у меня? Нет, как так? Может, у меня проблемы? Я тоже сталкивался с таким глюком. Не знаю, почему так происходит. Да, Ой. Попробуй перезапустить Столько информации, демонстрацию. слайдов у меня тут было. Нет, вы перезапустите Может, еще раз, да, вот, перезапустить? сделайте так, чтобы это было полностью слайд, как это, presentation, да, называется? Да, ну так и сделала у меня. Но она просто стоит снова. Еще раз запустите, да, так сказать, выйдите. Давайте остановлю. Угу. Еще раз попробую запустить. Демонстрация экрана, и вот. Видно? Да, давайте. Так видно, переключается? Да, переключается. Ага, ну вот, давайте я просто пролистаю, покажу примерно, да, о чем я разговаривала, чтобы продолжить просто. Или заново лучше начать, как лучше будет. Чтобы не терять времени, давай я перелистну и просто тезисно расскажу. Вот в этом слайде я рассказала о важных органах, из чего органы состоят. И, ну, то есть вот эту цепочку сюда, из чего состоит весь наш организм, на чем состоит. Вот. На этом слайде я рассказала про ДНК. Вот. В общем, так. На этом слайде я про гены рассказала уже. Далее, чем отличается вообще, ну, как бы, какой процент схожести ДНК человека с другими особями. Макака резус, шимпанзе и люди, у людей вот сходство 99,5%. Далее, вот тут вот я на этом остановилась, да, про синтез белка. Давайте с этого слайда начну заново. Вот. Тут вот как же генетическая информация передается и отражается на функционирование всего организма. Вот при делении клеток новая клетка должна перенять всю генетическую информацию у новой, чтобы стать его абсолютной копией с такой же функцией, да?
Вот этот процесс называется центральной догмой молекулярной биологии. Состоит из 3 основных этапов. Это репликация, транскрипция, трансляция. Вот. При репликации происходит разветвление двухцепочной ДНК для того, чтобы на его матрице создавалась новая цепочка. Далее, чтобы она стала матрицей для построения цепочки РНК. Вот, а на матрице РНК у нас происходит синтез белка. Вот, таким образом у нас происходит передача генетической информации. Вот, а белок представляет собой цепочку, состоящую из аминокислот, как мы все знаем. И аминокислот всего 20. Из них состоят все белки в организме. 20 разных аминокислот кодируются комбинациями из 3 нуклеотидов, и они называются кодонами. Вот они. И при синтезе белка считывается информация об этих комбинациях кодонов, и в соответствии с кодонами образуется цепочка из разных аминокислот. И таким образом происходит синтез белка. Вот. И каждый белок имеет свою функцию. Вот и где же это происходит, да? А репликация и транскрипция у нас происходит в ядре клетки. Далее цепочка РНК, которая синтезировалась, она переносится в цитоплазму. Далее в рибосоме, тут на матрице РНК происходит синтез белка. Вот. Таким образом, получается такая вот цепочка. Далее далее белок зреет в различных органеллах и превращается в полноценный белок со всеми функциями. И вот мы можем клетку представить как маленькую планету, которая населена различными белками. И белки, как и люди, например, да, они имеют свою профессию. Кто-то строитель, кто-то полицейский, кто-то судья, например, кто-то занимается урегулированием каких-то вот процессов, которые происходят в клетке. Они так же, как и люди, например, имеют свой темперамент, характер. Кто-то дружелюбен, любит в сообществе, в социуме, допустим. Взаимодействуя с другими белками, они вот регулируют различные пути клетки, а другие совершенно одиночные. Они любят в одиночку работать. Вот. У каждого свой характер, также у каждого своя продолжительность жизни. То есть они очень хорошо это знают, чувствуют друг друга, и, конечно же, никто вот у здорового организма все должно вот под контролем быть. То есть у каждого свое предназначение, своя профессия. Если происходит какой-то сбой, соответственно, происходит сбой и во всем организме, как цепочка. Вот. Поэтому белки очень важны. А белки, как они синтезируются? Конечно же, генетическая информация, которая заложена в ДНК в ядре клетки. Вот. Такая вот взаимосвязь, да, у нас очень тонкая. Далее, какие же функции выполняет у нас белок? Да? Вот. Белки выполняют очень много функций, и они сами являются строительным блоком самих органелл. То есть органеллы все состоят из белков. И еще есть основные функции, которые выполняют белки. Это транспортная, например, переносить вещества через клеточную мембрану, но также участвует в их транспорте кровью, например, или другими жидкостями. Далее двигательная, обеспечивает сокращение мышечных клеток. Структурную, участвует в образовании цитоскелета, органоидов клетки, межклеточного вещества и обеспечивает прочность тканей и клеточных структур. Также имеет сигнальную функцию, передает информацию между клетками, тканями и органами. Далее регуляторная. Это гормоны белкового происхождения, которые контролируют и регулируют процессы метаболизма. И, конечно же, защитная. Всеми известные антитела, да? Они помогают предохранять организм и уничтожать чужеродные частицы. Вирусы, микробы, бактерии, все вот патогенное. Вот. Далее, давайте перейдем к теме одиночных нуклеотидных полиморфизмов. Вот. Полный набор генов состоит из 23 хромосом. И это называется геномом. Вот. Отличие в одну пару в гене называется одиночным нуклеотидным полиморфизмом. И вот иногда определение клетки или под действием внешних каких-то факторов тело пропускает, добавляет или заменяет одну пару оснований. Вот замена пары оснований называется одиночным нуклеотидным полиморфизмом.
И вот в геноме человека приблизительно их вот 10 миллионов. И они отвечают за многие генетические различия между нами и другими людьми на планете, и между другими особями. Вот. И некоторые ОНП отвечают за различия во внешности, а другие могут повлиять на или вот влиять на предрасположенность, например, таким признакам, как полноте, худобе, проявление каких-то способностей, например, в спорте, пении, музыке и на развитие различных болезней даже. Вот. И давайте я немножко расскажу о том, что такое персонализированная медицина и когда это понятие возникло. Вот. Решающим шагом в создании отрасли персонализированной медицины стала расшифровка генома человека, которая завершилась в 2003 году. А сейчас появилась возможность получать научную информацию об индивидуальных особенностях конкретного пациента, что позволяет определять характер возникновения и течения заболевания, а также реакцию на определенные виды лечения. Вот. И согласно определению Совета по развитию науки и техники при президенте США 2008 года, персонализированная медицина подразумевает адаптацию терапевтического лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента, чтобы выделить субпопуляции, лечащиеся по своей предрасположенности к определенному заболеванию или их ответу на конкретное лечение. И вот и в 2016 году развитие персонализированной медицины было включено в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. И целью персонализированной медицины состоит в том, чтобы найти подходящий лекарственный препарат для конкретного больного и в некоторых случаях даже разработать схему лечения пациента в соответствии с его индивидуальными данными. Вот. И как сказал лауреат Нобелевской премии Жан Дессе, реактивная медицина должна превратиться в медицину предиктивную, персонифицированную и партиципаторную. Медицину, направленную на предсказание болезни до ее симптоматического проявления. Вот. Есть несколько направлений персонализированной медицины. Основа — это фармакогенетика, то есть подбор терапевтических препаратов, фармпрепаратов, который учитывает индивидуальные генетические особенности человека. И на основании них подбирать, например, дозу или какой-то вот действующий препарат. Далее диагностика — это основана на биомаркерах, которые ассоциированы с той или иной болезнью. При диагностике используются в основном, да. И предсказание вероятности возникновения заболевания. Это выявление носителя генетических заболеваний и предрасположенности многофакторным болезням. Вот. И хочется отметить, что существует в мире уже 6 тысяч наследственных заболеваний, которые в базе данных, или даже более. И лишь 50 поддаются лечению. То есть наследственные заболевания, они практически не излечиваются. И давайте, если учитывать факт, что в среднем каждый здоровый человек является носителем от 2 до 4 моногенных заболеваний и имеет мутацию как минимум в 10 генах, даже не подозревая об этом. И даже будучи здоровым, у этих людей есть риск рождения детей со смертельной патологией. Вот. А в мире существуют такие популяции, как генетически изолированные популяции, то есть они долгое время жили обособленно, и к таким популяциям относится и якутская популяция, то есть популяция якутской этнической группы. Наравне с нидерландцами, евреи, ашкенази, финнами, мальтийцами, амиши, меннониты. Ну, их очень много на самом деле, таких вот популяций. К таким популяциям относится якутская этническая группа. И вот на протяжении более 20 лет врачами-генетиками было изучено достаточное количество генетических заболеваний и выявлен спектр мутаций, которые не найдены были в других популяциях. То есть они этноспецифические. Например, врачами-генетиками республики медико-генетической службы были описаны 3 заболевания, которые вошли в международную базу АМИМ. К ним относятся трием-синдром, синдром низкорослости. Последние 2, вот СОП-синдром и мукополисахаридоз плюс, они совершенно новые. То есть они никогда ранее не изученные, только описанные в 2009 году и 2017 году.
Вот, они выявлялись с помощью полногеномного секвенирования, типа как патогенные мутации. Сейчас на них внедрена диагностика этих мутаций, выявления среди также здорового населения. То есть каждый может пройти диагностику, ну, то есть на будущее. В общем, проводится диагностика, выявляются больные, выявляются гетерозиготные носители. Вот. И поэтому перед нами, конечно же, стоит задача проведения профилактических мер этих распространения наследственных заболеваний путем, например, включения частых наследственных заболеваний в пренатальный скрининг, также проведение массового молекулярного генетического скрининга здорового населения, чтобы каждый желающий мог пройти этот тест и знать данные о своем генетическом здоровье. Далее это создание генетических паспортов, в особенности для молодых пар, которые планируют вступить в брак и иметь детей, например, да? Вот чтобы избежать риски. Вот такие программы массового скрининга, они существуют уже в нескольких странах. В странах и уже показали свою эффективность, снизив частоты некоторых заболеваний, например, у евреев в Ашкеназе, у популяции Средиземноморья и у еврейского населения в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Вот. Они вот на 70-90% уже снизили распространенность. Здорово, да? Поэтому с целью нашей лаборатории была разработана тест-система на основе ДНК-микрочипа для экспресс-выявления этих 5 наиболее распространенных наследственных заболеваний у населения Республики Саха-Якутия. Это ТРИЕМ-синдром, СОВ-синдром, тирозинемия первого типа, наследственная несиндромальная глухота первого типа, наследственная гемоглобиническая гемоглобинемия первого типа. Наш биочип применяется при пренатальной диагностике, неонатальном скрининге, также может применимо при имплантационном скрининге при планировании ЭКО и, конечно же, установление гетерозиготного носительства соответствующей мутации у здорового населения, также подтверждение диагноза у больного. Вот. Технология биочипа основана на комплементарности, на способности комплементарности ДНК. То есть используется стеклянный слайд, который химически модифицирован, и на нем наносятся генетические маркеры в виде синтезированных олигонуклеотидов одноцепочных. Далее, допустим, берется ДНК-образец человека и тоже отделяется одна цепочка, то есть синтезируется одна цепочка, если, допустим, оно будет комплементарно к генетическому маркеру на слайде, то появляется свечение. И посредством этого свечения мы можем на флуоресцентном сканере увидеть, где есть мутация, а где нет, например, да, если простым языком говорить. Вот. А схема проведения диагностики, она довольно-таки проста, состоит из 4 основных этапов. Это забор материала. Материалом может послужить капля крови либо букальный сосок. Далее проводится 2-этапная ПЦР с наработкой одноцепочного флуоресцентно намеченного ПЦР-продукта. Далее идет гибридизация непосредственно самим биочипом. И далее идет обработка результатов на флуоресцентном сканере. И выводится результат. Вот. И хотелось бы рассказать немножко о нашей лаборатории. Нашим руководителем является Максимова Надежда Романовна, доктор медицинских наук, профессор, автор многих научных публикаций, свидетельств, патентов и нескольких актов внедрения. Вот. Целью нашей лаборатории является проведение комплексного клинико-эпидемиологического и молекулярно-генетического исследования наследственных болезней в Республике Саха-Якутия с применением современных технологий идентификации генов человека и повышения эффективности медико-генетической помощи населению Северо-Востока России и Арктики. Вот. То есть база была уже заложена нашими врачами-генетиками, ими были найдены мутации новые, то есть мы на их основании разрабатываем новые методы диагностики. Далее перед нами стоит задача о
как бы выявления патомеханизмов этих болезней. То есть мы должны найти, уже разрабатывать подходы к лечению на основании этих исследований. Вот. Далее наши сотрудники, другие мои коллеги расскажут поподробнее о технологиях, применимые в нашей лаборатории, и в общих словах тоже доступным языком расскажет. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Мира Иржановна, замечательный такой рассказ интересный. Это такой, как говорится, тур де форс, да, кстати, то, что кратко очень было рассказано о том, что у нас происходит, и хотел очень как раз обратить внимание всех, что эти исследования являются самыми передовыми в нашей стране, и можно очень даже гордиться этим, потому что исследования дали реальные практические результаты, они используются для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье. Это очень важный такой момент. И как раз вот здесь и мы видим действительно, что качество нашей жизни во многом зависит от того, в каком состоянии наши гены, какая стратегия может быть по сохранению и прочее. Но, естественно, все это стало возможно именно благодаря достижением большого количества, значит, исследователей, и таким большим прорывом стало секвенирование. Ну, как мы знаем, вот было сказано, да, что начиная с 90-го года, да, было проведено больше 10 лет, значит, исследований, чтобы секвенировать полностью первый полный геном человека. Это была невероятно большая работа, потраченная свыше 10 миллиардов долларов. Это фактически, получается, государственное финансирование было, потому что ни один частная система или частная компания не могла это позволить себе. И вовлечены были большое количество лабораторий, да, где-то более 6 тысяч разных сообществ принимало участие. И в конце концов смогли секвенировать первый геном человека полный, а сейчас секвенирование делается невероятно быстро. Оно достигло себестоимости меньше $1000, и сейчас имеются совершенно феноменальные по своим характеристикам, по своей эффективности методы секвенирования. Вот мы, когда 90-е годы использовали метод секвенирования Фредерика Сангера, значит, это был такой очень невероятный прорыв в свое время, но и до сих пор этот метод секвенирования используется, потому что он невероятно точный, да, у него точность там до сотых процента, да, получается. А сейчас используется такой невероятно большой масштабный скалируемый метод так называемых, значит, next generation, да, получается sequencing NGS, да, и сейчас это все у нас также делается в нашей республике. В этом есть, конечно, невероятные такие, скажем, и доминирующие компании, как Illumina, да, и Illumina, например, это почти больше 80% всех секвенирующих мощностей мира сосредоточены. Тут, значит, как говорится, велосипед уже давно изобретен. На одном только инструментальном, как говорится, RAN, это один такой, значит, одном исследовании можно провести такого большого скорости, да, кстати, исследования, используя там, ну, свыше там 40 миллиардов, да, кстати, маленьких short sequences, да, кстати, которые там меньше, может быть, там всяких сотен базовых пар. И, соответственно, я хочу сейчас дать слово Анастасии Анатольевне Максимовой, которая расскажет об этой технологии секвенирования. Пожалуйста, Анастасия Анатольевна. Всем здравствуйте. Да. Мира, Сейчас. пожалуйста, выключите, да, свою презентацию, тогда мы сможем, да. Спасибо. Так, презентация видна? Супер. Так. Угу. Перелистывается? Пока что картинка зависла.
А сейчас перелистывается. А попробуй с текущего слайда начать сначала. А пока слайдов надо сделать, да, вот так. Перелистывается сейчас. Еще нет. Получается. Ладно, буду так показывать. Так, позвольте рассказать про секвенирование нового поколения NGS и его применение для молекулярно-генетических исследований. Хотела бы начать доклад со слов Сиднея Брендера, южноафриканского британского биолога и лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2002 года. Он сказал, что прогресс в науке зависит от новых методов, новых открытий, новых идей. Вероятно, именно в таком порядке. С момента открытия нуклеиновых кислот прошло уже почти 150 лет. И в далеком 1869 году Иоганн Фридрих Мишер выделил из находившихся в гное клеток неизвестное доселе вещество, содержащее азот и фосфор, которое назвал нуклеином, а затем из-за его свойств нуклеиновой кислотой. Первоначально считалось, что молекула нуклеиновых кислот – это резерв фосфора в клетках. Однако уже в первой половине 20 века ученые доказали их наследственную природу. Тогда же появилось понятие гена, наименьшей структурной и функциональной единицы наследственности. И сформировалась новая наука генетика. Вплоть до середины прошлого века структура носителей генетической информации и способы его передачи оставались неясными. Модель двойной спирали ДНК, вы видите в презентации, которая входит во все современные учебники генетики и молекулярной биологии, предложили в 1953 году ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон. И за это они в 1962 году получили Нобелевскую премию. Последовавшие следом открытие генетического кода и разработка центральной догмы молекулярной биологии дали мощный толчок к развитию естественных наук, в первую очередь генетики. Осознав основные принципы функционирования нуклеиновых кислот, научное сообщество предприняло грандиозные усилия для того, чтобы разработать быстрые и эффективные методы определения их первичной последовательности. Как это принято говорить сегодня, секвенирование. Спустя десятилетия после открытия Уотсона и Крика в биологической науке наступила новая эпоха – эра секвенирования нуклеиновых кислот и геномики. Если смотреть из истории, то первые технологии секвенирования были предложены в конце 1970-х годов. Одним из первых методов являлось секвенирование по Сенгеру, с помощью которого удалось определить некоторые мутации и первопричину генетических заболеваний человека. Метод Сенгера до сих пор применяется и считается самым надежным и популярным. Методы секвенирования совершенствуются быстрыми темпами. В 1980-х годах появилась методика ПДРФ-анализа. В 2000-е годы появились биочипы. Уже ранее рассказывали, что у нас есть САХА-биочип для быстрой диагностики 5 наследственных заболеваний. И, наконец, секвенирование нового поколения. Next Generation Sequencing позволяет одновременно расшифровывать большое количество участков генома. Если сравнивать с секвенированием по Сенгеру, то там удавалось считывать последовательность до 1000 пар нуклеотидов и для небольших фрагментов. NGS-секвенирование уже в ходе исследования можно анализироваться до сотен миллионов и миллиардов нуклеотидных последовательностей за один рабочий цикл. А также отличительной особенностью этих методов является многократное прочтение анализируемой нуклеотидной последовательности. Технологической основой для исследований служат геномные секвенаторы, приборы, на которых проводят секвенирование. Они поставляются различными коммерческими компаниями, такими как Illumina, Thermo Fisher, Scientific, Oxford Nanopore Technologies, Pacific Bioscience и другие.
первому поколению относится секвенирование по Сенгеру. Ко второму поколению, как вы видите на презентации, секвенаторы Roche, Illumina, Applied Biosystems. Эти технологии секвенирования основаны на молекулярных кластерах с использованием флуоресцентно меченных нуклеотидов. И к третьему поколению Helica, Pacific Biosynthesis и Nanopore является секвенирование единичных молекул в реальном времени, а также и других. Производительность и относительно доступность NGS-методов привели к настоящей революции биологической и медицинской науки. Благодаря новым подходам появилась реальная возможность проводить ранее технически недоступные исследования. Также, если смотреть по статье применения NGS в базе данных PubMed, можно обнаружить, что количество статей повысилось во много раз к 2020 году. Если, например, в 2009 году было всего 5 статей, то в 2020 году уже около 3000 статей. Далее. Использование секвенирования нового поколения позволяет проводить такие проекты, как первое – это полногеномный анализ, который позволяет изучать геномы вирусов, бактерий, растений, грибов и животных, как чисто с фундаментальными, так и прикладными целями. Секвенирование РНК позволяет оценивать экспрессию генов не только качественно, но и количественно. Также данные методики направлены на изучение работы генома, активности его генов, в том числе генов-регуляторов, в разных клетках, тканях и органах. Далее, метагеномное секвенирование. Это оценка разнообразия микроорганизмов в различных образцах. Он позволяет оценивать бактериальное разнообразие в различных средах, например, в кишечнике человека, донных отложениях озера Байкал или в горячих источниках Камчатки. Анализ четвертый. Анализ ДНК белков и взаимодействий. Изучение влияния транскрипционных факторов и других ДНК-связывающих белков на экспрессию генов, а через нее на фенотипические и физиологические особенности клеток, органов и тканей. Пятое. Бисульфитное секвенирование и его модификации. Оценка метилирования в геноме или его участках. Далее, таргетное секвенирование. Это экзонное секвенирование, секвенирование также митохондриальных генов, секвенирование ампликонов по-другому. Секвенирование отдельных выбранных исследовательным участков генома, например, только генов митохондриальной ДНК, кодирующих белки генов или генов, для которых уже описано участие в процессах онкогенеза. Таргетное секвенирование позволяет значительно снизить стоимость эксперимента и многократно увеличить количество анализируемых образцов. Что касается NGS-диагностики менделевских заболеваний. Первая работа по применению NGS была опубликована в 2009 году по поводу заболевания синдром Фримена-Шелдона. Это заболевание, характеризующееся наличием двух и более врожденных контрактур дистальных частей конечностей, аномалиями рта и глотки. Как вы видите на презентации, было первое открытие гена, вызывающее менделевскую болезнь синдром Миллера, и первое НЖС открытие мутации Денова при редком синдроме. Также ранее упоминали о том, что у нас в популяции якутов есть накопление частых наследственных заболеваний. Вот как раз-таки благодаря секвенированию НЖС были описаны 3 новых заболевания. Это якутский синдром низкорослости, СОВ-синдром и мукополисахаридоз плюс. Также в заключение хочется сказать, что секвенирование NGS-поколения позволяет достичь новых результатов в первую очередь в медицине, так как сейчас до сих пор открываются новые гены, новые заболевания. Спасибо за внимание. Замечательно, спасибо большое. Это было очень интересно.
и увлекательно, потому что данные методики позволяют совершать абсолютно масштабное секвенирование фактически всего генома, возможно секвенирование полностью населения всей одной страны, возможно это. И сейчас, как мы знаем, в таких странах, как Великобритания, допустим, в том же Китае, имеются большие проекты по секвенированию большого количества геномов отдельных индивидуальных людей. И получается, это все собирается в один большой кластер пул данных, которые могут быть исследованы, что позволит, например, использовать большие методики, таких как большие данные, искусственный интеллект для того, чтобы исследовать возможности для создания стратегий лечения, для создания новых методик лечения. Сейчас мы знаем, что любые мутации, которые приводят к изменению структуры, значит, белка и ДНК, да, так сказать, то есть все эти трехмерные изменения, они являются невероятно важными для того, чтобы добиться высокой эффективности лечения, использования тех или иных препаратов. И сейчас, ребята, действительно возможности для того, чтобы использовать методы программирования, методы искусственного интеллекта, исследования искусственным интеллектом позволяет это еще более усилить. То есть все приходит к тому, что происходит такая большая синергия всех тех методов, исследований, которые сейчас мы смогли получить благодаря огромным, значит, технологическим прорывам, совершенным совершенно недавно. Это буквально последние 5, буквально 4-2 года, как все это происходило. Ну и, соответственно, могу сказать, что в 2020 году, значит, Нобелевская премия получили две замечательные исследовательницы, женщины, Эммануэля Шарпантье и Дженнифер Дудна, которые совершили феноменальный прорыв, надо сказать. Они сделали такие молекулярные ножницы, которые позволяют фактически делать исключительно точные изменения, значит, в нашем геноме, могут фактически оперировать на генном уровне. И эти методики, эта методика, она называется CRISPR-Cas9 и является настолько феноменальной, настолько удивительной, что мы до сих пор еще, видимо, еще не знаем настолько глубоко все это, какое значение это имеет. Да, кстати, оно все еще развивается перед нашими глазами, и это и является началом абсолютно нового и феноменального этапа новой технологической революции, которую мы называем биотехнологической. Речь уже идет о том, что человек стал таким созидателем, может быть, да, так сказать, или даже имеет возможность вмешиваться в все буквально тонкости генетического, значит, скажем, влияние всех вот тех вещей, которые там происходят, мы можем не только знать, да, так сказать, но и сами в этом деле участвовать, воздействовать и прочее. И вот я хочу передать слово Аяну Вадимовичу, который расскажет об этой новой технологии, которая сейчас бурно, невероятно бурно развивается во всем мире. Пожалуйста. Спасибо, Василий Климович. Предоставлено слово. Демонстрация работает? Хорошо, тогда начинаю. Я сейчас скажу пару слов про технологию CRISPR-Cas. CRISPR-Cas – это технология редактирования генов, созданная сообща всем мировым сообществом. В его названии заложена аббревиатура CRISPR от английского Clustered Regularly Interspecies Short Palindrome Repeats, или по-русски короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Словом Cas означают генокодирующую группу белков нуклеаз. И его так прозвали по-простому. Это сокращение от CRISPR Associated Genes. Вот на данном слайде я хотел показать на схематическое устройство так называемые CRISPR-кассеты. Принцип действия CRISPR-Cas было подсмотрено вот именно здесь.
Вот ваша презентация еще не двигается. Может быть, снова там публикация запустить. Двигается, да? Да. Еще раз. Да, супер. Сейчас должно отображаться уже, да. Угу. Вот ранее названные короткие палиндромные повторяющиеся участки на данной схеме обозначены черным цветом. Так, моего курсора, наверное, не видно же, да, там, как указку делать. Вот, в общем, вот эти черные повторяющие участки, они состоят из нуклеотидных последовательностей, которые в основном в себе содержат аденин и тимин. Они идут от, и поэтому они называются палиндромными, потому что когда ты читаешь слева направо, справа налево, ты получаешь одно и то же. И они в себе смысловой нагрузки не несут. Но при этом они с собой разделяют уникальные последовательности. Они отмечены вот разными цветами на данной схеме. Итак, как это все появилось? Технология CRISPR-Cas, безусловно, произвела революцию в молекулярной биологии. Но это была революция, которая родилась в грязи. Впервые данная аббревиатура появилась в конце 80-х годов в ходе исследований солончаков рядом с испанским городом Аликанте. Там проводил свои исследования аспирант Франциско Мохико. Он изучал архей, которые обитали в этих солончаках. И он первый сообщил о том, что он вот столкнулся с этими палиндромными последовательностями в гене архей. Так, на фотографии вот Сан-Франциско Мохико. К сожалению, я не нашел его молодой фотографии, когда он был молод. Это его современная фотография. Ну, тогда он об этом сообщил, но технологии и знания того времени не смогли сразу дать разгадку, что это за палиндромные последовательности. Поэтому все мировое сообщество продолжало исследовать свои объекты. Там все изучали разные объекты. Полученные результаты, они все накапливались и накапливались. И ближе к 2000 годам, когда уже секвенирование стало достаточно широко применяться, и оно становилось все дешевле, доступнее. Вот. Ближе к 2000 годам база данных расшифрованных генов резко начала расти. И начали появляться различные реестры данных. В данном случае речь пойдет про сервис GenBank. И вот именно вот этот сервис был проанализирован алгоритмами BLAST, который при прохождении данного исследования были обнаружены первые закономерности. Эти же палиндромные повторы, которые вот находятся между этими палиндромными участками у бактерий, были обнаружены в бактериофагах. Они были идентичны с ними. Бактериофаги, наверное, уже многие видели вот такие фотографии. Бактериофаги – это тоже живые микроорганизмы, которые еще намного меньше, чем бактерии и археи. И собой они представляют вот такую штуку, как на портретной фотографии. Вот. В части похожи на голову, такую светящуюся. Внутри этой части тела бактериофага находится его генетический материал, который он пытается внедрить в бактериальные клетки, совершая на нее нападение. И вот на другой фотографии можно видеть, как множество бактериофагов нападают на одну клетку.
И вот, по сути, бактериофаги являются теми же вирусами, только меньше. И также эти бактериофаги сегодня уже используются в медицине. Их можно использовать против инфекций, которые не поддаются лечению противомикробными препаратами. И также я снова привожу в пример ту схему, которая была ранее. Так вот, в случае, когда бактериальная клетка переживает нападение этих бактериофагов, бактериофаги проигрывают, а бактерии их побеждают. Внутри бактерии остается очень много генетического материала бактериофага, который они попытались в него внедрить. И бактерии от них избавляются, но избавляется не от всех. А часть из них, она встраивает свой геном, но она их встраивает уже уменьшенными, порезанными, уже неактивными, которые уже не представляют для них опасности. И вот именно вот эти маленькие куски, которые они сохранили у себя, они на этой схеме указаны вот цветными полосками: зеленый, красный, синий, оранжевый, голубой. Эта бактериальная клетка будет в дальнейшем использовать вот эти кусочки бактериофага, чтобы распознать ее при ее следующих набегах. И по сути это иммунная система одной клетки. В нашем организме есть тоже похожая система, только мы для этого используем уже отдельные клетки, а не просто участок гена. Далее вот гипотезу данного механизма действия CRISPR-кассеты подтвердил этот человек, Филипп Хорват. Он занимался изучением кисломолочных бактерий. И после защиты своей диссертации он пошел работать на концерн, который занимался производством заквасок для молочной продукции. Это йогурты, сыры, кефиры, простокваша, вот это вот все. И он был очень заинтересован, чтобы его закваска очень успешно противодействовала бактериофагам, потому что это имеет свой коммерческий успех имеет. И он начал все это изучать, читать литературу, ставить свои эксперименты, и он своими действиями подтвердил, что CRISPR-кассета несет функцию иммунного ответа для клеток. Тем самым он сделал большой вклад в молекулярную биологию, но также сделал своего работодателя одним из крупнейших поставщиков закваски. И, скорее всего, закваску его концерна мы кушаем на завтрак и прочее, и получаем сыры с них. Так что технология CRISPR-Cas уже влияет на нашу жизнь сегодня. Далее большой чекпоинт сделали вот эти люди. Это Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даутна, о которых Василий Климович уже ранее упомянул. В 2012 году они опубликовали свою работу по технологии CRISPR-Cas9, и в прошлом году за нее получили Нобелевскую премию. Их работа и также работа человека Фэн Джан уже открыла технологию CRISPR-Cas уже широкой науке. Они отработали технологии и сделали их доступными для всех. Сегодня наборы для работы с технологией CRISPR-Cas можно купить у коммерческих представителей. И на самом деле стоит даже не очень дорого. Дороже стоит оборудование, которое для этого нужно. Так, как это все работает? Зеленый овал – это схематическое устройство бактериальной клетки. Она в себе несет свою геномную ДНК. Она указана как красная лента. Она закручивается в такой комочек, но при этом не имеет ядра, который отделял бы ее от цитоплазмы. И помимо нее она в себе содержит маленькие колечки ДНК. Они здесь показаны синими кольцами. Это плазмидная ДНК.
И бактериальные клетки могут даже обмениваться между собой. Это один из способов передачи устойчивости к антибиотикам. Если одна клетка выжила атаку антибиотиками, она передаст это и своим дочерним клеткам, и всем соседним клеткам. Поэтому антибиотики нужно пропивать до конца, если даже осталось пара таблеток до конца курса. Вот. Эти же черные колечки уже схематически изображены ниже. Вот этим кольцом с разными блоками. Вот эти плазмиды мы сегодня можем уже сами собирать и добавлять туда те последовательности, которые нам необходимы. А для технологии CRISPR-Cas9 нам нужна последовательность, кодирующая Cas-белки. В данном примере это Cas9. Зеленым обозначены белки GFP. Они нужны, чтобы потом в зеленой флуоресценции посмотреть и проверить, произошла ли геномная вставка в целевые клетки. И красным обозначен участок гена, который мы хотим вставить, то, что мы хотим в клетку внедрить. На картинке правее уже изображен сам процесс генетической вставки. Желтая структура – это комплекс белков Cas9, а зеленой цепочкой указана single guide РНК. Это вот как раз-таки участок РНК, который мы вставляем, он работает как маркер, чтобы белки Cas9 нашли то место, где нужно сделать модификацию. Вот. По сути, вот single guide РНК, который вот разукрашена зеленым цветом, это те кусочки бактериофагов. Ну, точнее, вот этот момент мы у них подсмотрели. Те бактерии на этом месте сохраняют кусочки бактериофагов, чтобы их распознать и разрезать. Мы это у них подсмотрели и теперь используем уже в своих целях. Вот. С помощью single guide РНК белок Cas9 находит необходимый нам участок и производит двухцепочечный разрыв. И после этого у нас есть два сценария развития. И если мы после разрезания дальше ничего не предпринимаем, то включается процесс репарации ДНК. У каждой клетки есть система репарации ДНК, потому что ее разрывы происходят регулярно, и чтобы выживать, нужно это постоянно чинить. Есть вариант негомологичной рекомбинации. В таком случае мы делаем разрыв, и участок заделывается уже вот системой репарации случайно, как получится. Этот способ используется для нокаута генов, то есть для его выключения. Он создает много ошибок, и вследствие чего этот ген выключается, и мы можем посмотреть. Мы выключаем ген и смотрим, что изменилось в этой клетке, какой белок перестал работать или он вообще исчез. Вот для этих целей вот этот метод более-менее подходит. Также есть метод гомологичной рекомбинации. Тогда на место разрыва мы уже вставляем последовательность, которую мы сами внедрили в плазмиду до этого ранее. Тогда в участок разрыва мы ставим те нуклеотиды, которые нам нужны. Но этот метод тоже имеет не самую высокую точность. Поэтому на сегодня его применение ограничено только в исследовательских целях. Но это всего лишь один тип технологии CRISPR-Cas. Это 9-й тип, потому что используют белки 9-й группы. Также существует применение и других классов этих белков. 2-й, 5-й, 7-й. Также существуют методы бейс-эдитинга. Эта технология уже имеет точность в разы выше, чем гомологичная рекомбинация. И она позволяет произвести замену всего одного нуклеотида. Если мы знаем, что какую-то патологию вызывает мутация всего одного нуклеотида,
теоретически с помощью технологии бейс-эдитинга мы можем это починить с минимальным уроном для хозяина. Так, где это применяется, да? Генетическая модификация клеток сегодня в первую очередь применяется в науке. И уже дальше она уже уходит в какие-то прикладные вещи. Вот, с помощью этих методов мы в науке изучаем функции генов. Мы вот, ломая гены, чиня гены, немножко меняя их, мы узнаем, как они работают, какую функцию они несут. И детально изучив его механизм, мы уже можем придумать ему прикладное применение. Потому что, как ранее сказала Мира, генетический код, он как программа. Это живая система, но при этом, если узнать ее механизм, мы можем ее обмануть, взломать и использовать в своих целях, как и всю живую клетку. Вся живая клетка, она работает в совокупности выполнения всех задач множеством молекулярных машин. Изучая их механизмы работы, мы в будущем можем как-то использовать их для достижения уже личных целей. Сегодня шире всего генетическая модификация шире всего применяется в биотехнологии. С помощью биотехнологий мы уже сегодня получаем множество лекарств, рекомбинантные гормоны, тот же инсулин для лечения диабета. Это все сегодня получается с помощью генетической модификации бактерий. Мы, внося в них генетические модификации, заставляем вырабатывать вещества, которые нам нужны. Антибиотики, лекарства. В нефтегазовой промышленности тоже очень широко применяются бактерии для получения разных реагентов, ферментов. С помощью генетической модификации сегодня мы можем получать более урожайные сорта растений в сельском хозяйстве, более производственные породы сельскохозяйственных животных. Так. И, конечно же, самая желанная для нас цель – это применение генетической модификации в терапии заболеваний у человека. Но сегодня этот метод очень ограничен вследствие низкой точности технологии CRISPR-Cas. Теоретически мы можем уже сегодня, используя методы генетической модификации, лечить ряд онкологических заболеваний, ряд наследственных заболеваний. В том числе даже можем лечить инфекционные вирусные заболевания, заболевания, вызываемые вирусами. Но это все ограничено вследствие низкой точности метода. Мы сейчас не можем 100% внести модификацию именно туда, куда мы хотим. Как правило, мы попадаем в одно место, и помимо него мы попадаем еще в другие места. И мы даже сами не можем предсказать, где это произойдет. Поэтому этот метод еще недостаточно точный и безопасный. Так что пока что это применение ограничено, и нам необходимо совершенствовать эту технологию, чтобы получать максимальную точность. И тогда мы сможем уже безопасно излечивать людей и не калеча их чем-то другим в другом месте. Тут я вот представил 3 сайта, где есть статьи по технологии CRISPR-Cas. Они описаны довольно примитивно, но очень интересно. Так что, если не разбираетесь, то можете использовать эти источники. Спасибо за внимание. Василий Климович, у вас микрофон выключен.
извиняюсь. Спасибо большое, Аян Вадимович, да, и благодарен за то, что очень нам интересно и кратко объяснили, как работает данный метод. Совершенно поразительные дает результаты, но, как говорится, процесс идет и дальше. Значит, исследования уже идут семимильными шагами, прогресс не стоит на месте, да, и в очень скором времени, я так думаю, очень будет много-много научных исследований в данном направлении, которые позволят еще более усилить точность применения данного метода. Ну и, соответственно, значит, всем, кто интересуется всеми новыми методиками и прочее, прошу обязательно зайти на сайт журнала Nature. Да, если есть возможность для школьников, для студентов, есть очень большие скидки данного журнала, да, так сказать, можно просто подписаться в электронном виде и это читать. Да, так сказать, там каждую неделю выходит очень много интересных статей, в которых описано использование данного метода в совершенно феноменальных таких областях, которые могут касаться в будущем всех нас, и фактически они даже сейчас имеют такое большое значение, потому что мы сейчас уже идем к тому, чтобы думать о том, каким образом сохранить биоразнообразие нашего мира, да, так сказать, использованием всех этих новых технологий, которые существуют. Также большое количество идей. Так. Да, большое количество возможностей сейчас происходит именно в связи с тем, что применяются все те новые методы компьютационные, да, с использованием больших данных. Все то, что касается цифровых технологий, тоже входит в разряд тех элементов биотехнологий, которые позволят в дальнейшем очень сильно развиваться. И тут у меня сразу вопросы возникают, да, так сказать, в связи с тем, что у нас очень легко сейчас и стало финансово, да, так сказать, доступна вот эта возможность быстрого секвенирования и прочее. Будет ли в скором будущем такое, что каждый ребенок, который у нас будет появляться, будет иметь также полностью секвенированный геном? Как вы думаете по этому поводу и какие последствия это может, к каким последствиям это может привести? Ну, я думаю, это возможно, так как тенденция идет к удешевлению этого метода. Как вы уже упомянули, то, что ранее, ну, лет 10 назад это было практически недоступно, сейчас каждый желающий может. Сейчас еще как бы есть даже российские компании, которые предоставляют возможности, и они даже делают иногда даже скидки 50-70%, как они говорят, да, что очень сильно удешевляет, так что мне кажется, это вполне возможно. Ну и это, конечно же, приведет к очень даже хорошим последствиям, можно сказать. То есть, зная свою генетическую информацию, можно предсказать и предрастеречь от развития множества заболеваний, таких как онкология, там, сердечно-сосудистая. Вот. То есть возможностей появится очень много. И сейчас, конечно же, идет тенденция о качестве жизни, то есть каждый человек уже заботится о своем здоровье, как бы. Поэтому, мне кажется, молодое поколение уже само будет стремиться получить знания о своей генетической, то есть о своей генетике, о своем генетическом здоровье. Так что, я думаю, в будущем все очень много ждет нас развития в этой области. Можно ли спросить, да, так сказать, будут ли какие-то негативные последствия, имеется в виду лимитирующие факторы, например, при получении работы, при поступлении там какие-то важные там учебные заведения, могут ли быть какие-то селективные или, скажем так, другие ограничивающие возможности, например, при выборе, значит, своего партнера, например, да, для создания. Да, кстати, хороший вопрос. Наверняка это приведет к каким-то социальным препятствиям, потому что, ну, как бы сейчас разглашение о своих данных, это то есть не разрешается. То есть человек может хранить себе и как бы сам распоряжаться этим. То есть огласке это не придается. Так что это зависит
от самого человека, я считаю. То есть есть такое понятие конфиденциальности. То есть если человек приходит к нам и сдает анализы, мы знаем только номер. То есть ни фамилии, ни имени, ничего мы не знаем. Присваивается номер, и по этому номеру каждый исследователь работает. То есть как бы копаться в чьих-то данных мы не имеем права. То есть в таком ключе как бы только человек может, если сам захочет, то разгласить эту информацию, а так это его личная информация, которая не разглашается. Ну вот, допустим, да, так сказать, человек захочет получить там кредит в банке, да, так сказать, и, соответственно, значит, он должен подойти, допустим, ему скажет, да, а возьмите, пожалуйста, страховку, да, определенную. Вы пойдете в страховую компанию, и те потребуют, чтобы вы сдали, например, анализ, да, полный геномный, чтобы сделать, посмотреть риски и прочее. Как насчет этого, да, так сказать, что может, к чему это может привести? Ну да, тут прям полет фантазии, как говорится, поэтому что придется страховой компании, мы не знаем. Возможно, у них тоже какие-то появятся требования, чтобы повысить стоимость их, чтобы обезопасить как бы свою компанию страховую, как-то, может, какие-то ограничения они сделают. Вот. Так что это... Не говорит ли это о том, что все-таки должно быть какое-то государственное регулирование всех этих процессов? Да, скорее всего, вот такое, да, должно быть. Безопасности и прочее. Потому что я так думаю, что у нас много вот вопросов суверенных возникает, да, кстати. Ну и вообще, как бы сейчас уже идет такое биологическая опасность, там, биологическое оружие. В таком ключе, конечно же, вот эти генетические данные, разглашение генетических данных, это очень опасно с такой точки зрения. Вот. То есть вот это все нужно учитывать, все это учить, как-то вот грамотно все это организовать. Вот. Да, фактически так. Потому что есть же частные сейчас компании, да, которые как 23 и МИ, да, которые набрали огромное количество материалов, да, и даже я, кажется, там, да, ну, имеется в виду, и получается очень интересная картина, с каждым днем увеличивается число твоих родственников, получается. Или... Да, они друг друга находят прямо по этой базе данных, и компания предоставляет возможность как бы с какого-то там колена, и люди встречаются, знакомятся, и реально, оказывается, имеют какие-то корни на другой части планеты. Вот я хотел сейчас спросить Владислава Амировича, да, так сказать, какие вот последствия будут именно для клеточных технологий, да, так сказать, вот возможности применения как раз CRISPR-Cas9, да, так сказать, и всех этих вещей, да, так сказать, пожалуйста, можете что-то сказать, добавить, комментарий? Да, я небольшой комментарий хотел сказать по поводу вообще использования, то есть секвенирования в частном порядке, как бы, да, для людей. Это реально открывает целый ящик Пандоры, который надо будет хорошо обдумать перед тем, как его открывать. Мы сейчас знаем только доли процента вот, о нашей ДНК, даже несмотря на то, что мы отсеквенируем, скажем, да, весь наш полный геном, но мы еще мало чего понимаем, что там закодировано на самом деле. И есть ли реальная возможность как-то таргетного манипулирования геномами именно конкретных людей, да, вот этим минимальным процентажем этих нуклеотидных последовательностей, которым мы с вами отличаемся, да? Да, это очень спекулятивно, очень философски, это еще, я думаю, далеко до реализации. Но вот в терапии, в лечении конкретных заболеваний, например, тот же base editing, да, который упоминался, очень как бы будет применяться, я думаю, в этих заболеваниях, которые вызываются именно однонуклеотидными заменами, в том числе и проджерия, такое заболевание есть, когда человек преждевременно стареет очень быстро, да, вызывается однонуклеотидной заменой в гене ламин А, который внутреннюю оболочку ядра выстилает. Вот в таких кейсах, в принципе, почему бы и нет, да, уже. Но другой вопрос, как внедрять это, как использовать какие-то вирусные, там, не знаю, лентивирусы или как, это уже другой вопрос, да. А что касается клеточной биотехнологии, да, мы используем активно в своих исследованиях генетические технологии. Те же самые CRISPR-Cas имеют очень большой потенциал. В частности, в наших исследованиях регенеративной медицины, когда мы вот
хотим изучать определенные гены, какие-то гены хотим включить, например, да, в клетках, чтобы они пошли по какому-то пути развития самому, да, дифференцировки и так далее. То есть это имеет огромный потенциал, и думаю, на пороге еще несколько ключевых таких открытий и технологий, которые придут в скором будущем в наш лабораторный мир, который мы будем также использовать. И сейчас же даже искусственный интеллект начинает уже внедряться в разработку технологий, поэтому очень интересно стало работать. Сейчас целая метавселенная открывается, и мы думаем уже, как внедрять биотехнологии в метавселенные, да, какие-то NFT там уже появляются, блокчейны, чтобы шифровать вот эти вот данные, интересно. Также хотел поблагодарить сегодняшних спикеров, было очень интересно, для себя даже кое-что выписал здесь интересное. И такой формат очень интересный, давайте продолжать в том же духе. Буду рад поучаствовать, может, в следующий раз тоже рассказать о чем-то. Да, Из области технологий. спасибо, Владислав Амирович. Ну, хочу сказать, что все время, да, так сказать, любые непонятные вещи мы всегда называли раньше синдромом, да, так сказать. А сейчас вот синдромы становятся все меньше, да, так сказать. Мы уже узнаем, насколько все эти синдромы фактически связаны с изменениями очень таком на генетическом уровне, да, так сказать. И фактически эти изменения даже не точечного характера, да, так сказать, а абсолютный ворох всех таких мутаций, которые произошли в течение там невероятно сложной структуры и прочее, да, так сказать, очень масштабные изменения, которые могут привести к так называемым внешним синдромам тех или иных заболеваний. И даже тут мы видим взаимодействие, которое происходит, разных групп мутаций, которые есть, да, так сказать. Соответственно, значит, мутации постоянно происходят, да, это вещь, которая неизбежная, и все репаративные способности организма, они не позволяют даже, да, так сказать, думать о том, что это невозможно, значит, ну, сохранить в каком-то плане. И это все создает совершенно новую философию поведения людей, да, так сказать, вот, допустим, и в человеческой эволюции. Мы это же пришли к такому пониманию уже, да, так сказать, и, видимо, это надо уже в школьном возрасте, видимо, даже все это исследовать, может быть, новая философия возникнет в связи с этим, и мы только находимся в преддверии всего этого. И сейчас простой вопрос, да, так сказать, вот человеку, да, так сказать, школьнику хочется заниматься этим направлением, очень перспективным, интересным. Что вы рекомендуете, какие университеты, куда поступить, как, значит, стать молекулярным генетиком или молекулярным биологом, биотехнологом? Какие ваши советы, пожалуйста, Мира? Сейчас классно стало то, что появилось такое понятие, как бакалавриат, магистратура, в конце концов. Поэтому если в тот случай, если вот, допустим, в бакалавриате ребенок выбрал не то направление, которое он хотел бы заняться в будущем во взрослой жизни, то он в магистратуре может полностью поменять и как бы уже углубиться в какую-то другую область. Вот, поэтому в бакалавриате важно именно базовые знания, учиться, да? Иметь навыки учебы. А в магистратуре уже он как бы целенаправленно будет знать, куда идти, и реально уже скиллы какие-то нарабатывать. Аян, пожалуйста, Аян Владимирович. Про университеты, да, сейчас очень много появилось СУФУ, кстати, тоже хороший фундамент знаний дает, так что мы как бы не убираем из списка университетов, да, но если ребенок хочет еще более такой вот учиться за границей, то сейчас очень много возможностей есть. Корея, например, предоставляет очень классную возможность обучиться. Мира, вы же сами учились где-то за границей, нет? Да, я училась в Корее, в Институте науки и технологий Квонджу. Вот. Так что могу посоветовать, если кто-то ко мне обратится, я могу помочь, да, найти программу соответствующую. Также есть множество грантов для обучения совершенно бесплатно. ЦВФУ дает возможность поступить по обмену в какой-то университет, далее можно поступить в магистратуру уже в выбранный университет. Так что возможностей куча в современном мире. Так что тут только желание ребенка, школьника, выпускника. Хорошо. Да. Аян Вадимович? Мое мнение такое, что
Если у школьника есть большой интерес к биологии, и он в будущем хочет заниматься молекулярной биологией, физической инженерией, информатикой, генетикой, наверное, прозвучит довольно странно для них, но основные вещи, которые вам для этого будут нужны, это математика, физика, химия и программирование. И я не знаю, какой конкретно вуз посоветовать. Ну, скорее всего, наверное, это будут технические вузы, где за 4 года бакалавриата им, вам в голову, я обращаюсь к будущим зрителям-школьникам, за 4 года в свою голову нужно запихнуть все основы программирования, линейную алгебру, математику, физику, химию, и потом уже после бакалавриата все это нужно внедрить в плоскость медицины, биомедицины, биологии. Сегодняшняя практическая наука и фундаментальная, она находится на стыке нескольких вещей, а не на чем-то одном. Поэтому, чтобы быть хорошим специалистом, нужно разбираться во всем сегодня. Спасибо. Очень сильные программы по биоинформатике, которые имеются ИТМО, это наш такой передовой вуз в Санкт-Петербурге, также МФТИ, да? Кстати, Аян окончил МФТИ, магистратуру, тоже по клеточным технологиям проект был, да? Да. Да, нас отправляли на подготовку работы с клеточными технологиями. Я так сказал, потому что я вон там увидел, как это все делается. Просто человек, там, условно говоря, изучает мох, но при этом он знает всю математику, всю физику, всю химию. Да, это все очень важно. Потому что он все это узнал в бакалавриате, в технических вузах. Да, я согласна с Аяном. Нужно иметь фундаментальные знания по максимуму в бакалавриате, а потом уже в магистратуре применять это, и умение применить свои знания на практике. Да? Да. Анастасия, комментарии есть у вас? Я без комментариев. Хорошо, спасибо. Владислав, по образовательной траектории. Что скажу. Главное иметь passion, да, так сказать. Да. Если у ребенка есть желание, прям глаза горят, чем-то заняться, он сам по себе будет это читать, да, то есть изучать его вопрос. Я думаю, что тут одно из основных это будет знание английского языка. В принципе, Google у всех есть. Можно погуглить, кто во всем мире чем занимается, какая-то научная группа, университет, там, департамент какой-то. Списываетесь с руководителем. Если он дает позитивный ответ, в принципе, сдаете IELTS и вперед. Да? По крайней мере, у меня вот так было. Сейчас, в принципе, образование, оно открыто для всех. У нас у всех почти равные условия, живя здесь в Якутии, либо там в Калифорнии. Разницы практически нет, только разница в расстоянии, да. Так, дерзайте, все в ваших руках. Я хотела бы добавить, чтобы школьники вообще не боялись ошибиться, не боялись выбрать не ту профессию, не то направление. То есть это вообще не суть. Самое главное знание, отучиться, но потом можно всегда есть flexibility, да. Можешь все что угодно себя то есть все что угодно можно применить. То есть не обязательно там я с детства мечтала стать инженером всю жизнь. Такого не бывает. Человек имеет множество скиллов, где-то он развивается, где-то опускает эту идею, двигается дальше, да, чтобы не было такого, я сейчас в 11 классе, я должен выбрать направление, все, направление всей своей жизни, такого нет. То есть не должно быть страха, идите по своему желанию, главное, чтобы желание реально было, как Владислав сказал, да, passion. Да, чтобы страсть была, чтобы прям горели этой идеей, чтобы тогда все получится. Спасибо большое за такой оптимистичной ноте. Всех призываем заниматься молекулярной генетикой, биотехнологией, клеточными технологиями и прочим, потому что за этим будущее.
А если мы это знаем, да, соответственно, у нас и страхов не должно быть, да, так сказать. Самое главное в страхах – это незнание, да, так сказать. А когда мы будем больше знать, то, соответственно, значит, и больше будем, значит, идти вперед, развиваться и получать более полезные результаты. Спасибо большое. Я думаю, что у нас будет большое такое интересное будущее в нашей республике в этом направлении. Спасибо большое. Это все будет у Спасибо нас. большое за приглашение. Было очень приятно пообщаться со всеми вами. Благодарю. Спасибо, Баян, Благодарю всех Анастасия, участников. Владислав. Спасибо большое. Да, давайте. Окей. До свидания. Да.